В рамках плана мероприятий к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии руководитель благотворительного фонда «Помним», депутат парламента Леонид Лакербай и сотрудница фонда Ляля Чамагуа, которая во время войны работала в оперативном штабе КНК, побывали в Карачаево-Черкесии и Адыгее. Делегация посетила родных добровольцев, отдавших жизнь за свободу Абхазии. Согласно утвержденному плану празднования юбилейной даты, одним из основных пунктов обозначено посещение семей погибших добровольцев. Все поездки в основном финансирует правительство Абхазии. Мероприятие началось традиционно с возложения цветов к памятнику воинов, погибших в ходе грузино-абхазской войны, который расположен в Черкесске в Парке Победы. Всего наравне с другими добровольцами из Северного Кавказа поддержку абхазскому народу оказали 119 жителей Карачаева-Черкесии. 13 из них сложили головы на полях сражений. По словам председателя Союза абхазских добровольцев Карачаева-Черкесии Мурата Жирова, актив организации ведет постоянную работу по решению текущих вопросов. И за все эти годы Абхазия очень даже тепло относится ко всем, они никого не забыли. Каждый год приглашают семьи погибших, добровольцев с семьями туда на День Победы на 10-12 дней. Это очень приятно, особенно родителям погибших, семьям погибших, что они без внимания не остаются. И по приезду туда я не помню такого, чтобы к ним с теплом не относились. Это очень приятно, это нужно, это не хочется сказать, долг государства абхазского перед каждым из этих ребят, приятно, что они не забывают, да. Союз добровольцев, он на бумаге союз добровольцев. Хотелось бы, чтобы нас признали тут в России как участников войны, как ветеранов войны. В прошлом году мы подняли вопрос, лично я приезжал и в Абхазию, в новый парламент, обращался туда, чтобы они в этом вопросе нас поддержали, но, к большому сожалению, там в Абхазии еще не принят закон о ветеранах. Если бы там какие-то шаги были сделаны, я думаю, и здесь что-то получилось бы с помощью государства нашего абхазского. Да. Дело в том, что через эти мероприятия мы должны видеть и помнить подвиг тех ребят, которые в те сложнейшие времена, когда вопрос стоял, быть или не быть Абхазией, или быть абхазскому народу, эти молодые люди, они опережали свое время и свой возраст. Потому что в ту войну я уже был, как говорится, относительно и взрослый, и опытный человек, как говорится, после одной войны в Афганистане, плюс я как кадровый военный. В этих пацанах, я за них очень сильно переживал. Почему? Потому что, еще раз говорю, ихний подход, ихнее понимание той ситуации было настолько прогрессивно, думающий именно не о дне сегодняшнем, то есть об этих серьезных сражениях и баталиях, именно в завтрашнем дне, о будущем Абхазии. Поэтому мы должны не только эти моменты подчеркивать, но и не забывать саму суть, за что они погибли, за что. То есть не терять из виду, хотя мы это довольно-таки часто на всех уровнях, начиная, как говорится, и с меня, простых людей или наших бойцов, которые сегодня живут, иногда к этим вещам периодически привязанные к какими-то событиями, о них вспоминаем, об этих днях вспоминаем. Но было бы правильнее на сегодняшний день уделять внимание и не забывать о живых. И я думаю, тогда бы оно бы автоматически мы бы и помнили и о событиях этих. А так-то, если брать организации или органы государственной власти, я считаю, что достаточно внимания. Достаточно. Мы не то, что должны помнить, мы подробно должны помнить обо всем этом, чтить их и сегодня жить, оглядываясь именно на эти события.
На памятнике высечено имя Джемала Балатчиева. Ему было всего лишь 22 года, когда он уходил на войну. Погиб 4 июля 1993 года при взятии горы Ахбюк. Его мать Клара Балатчиева пришла поприветствовать гостей из Абхазии. С ней пришла и сестра героя Абхазии Хасана Идиева Хаулат. Знак внимания в преддверии Дня Победы. Вам еще больше положено. Низкий поклон вам от всех абхазских женщин. И от меня лично тоже. Спасибо вам большое. Огромное спасибо народу Абхазии, правительству, которые приехали сюда. Они нас не забывают. Вообще Абхазия наша половинка. Когда мы проезжаем через границу, и все идем как в свой дом, этот наш народ, и я даже не знаю, что сказать. Это наша Абхазия, вот так и едем. Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа пригласили их на отдых в Абхазию, преподнесли каждый небольшой продовольственный набор, а также подарили сборник новелл Михаила Лакарба. Затем делегация в сопровождении добровольцев направилась в село Псыж. Здесь проживает Фатима Куджева. Когда началась война, ее 17-летний сын Мурат, ничего не сказав родным, оставив записку, что уезжает по делам, отправился на помощь братскому абхазскому народу. Семья только через месяц узнала, что он на войне. Мурат Куджев погиб на Гуместинском фронте 19 июля 1993 года. Мать тяжело перенесла утрату любимого сына. Спасибо вам, громадная Ляля. Я вообще вот всегда говорю, Абхазию я не знала. Никогда не была. После сына лет 10 от одного слова Абхазия мне плохо становилось. Когда я поехала первый раз, вот благодаря вот этому мальчику, дочка говорит: мама, давай поедем, может, ему море поможет все-таки. И мы поехали в 16 году первый раз. Я полюбила Абхазию. Раньше, если я теряла сознание при слове Абхазия, а сейчас Абхазия слово у меня как мед на душе. Этот мальчик настолько полюбил, он живет. Абхазия слова не может говорить, он ДЦПшник. Нона, которая нас кормила, шеф-повар в Новом Афоне, Нона, вот он слово Нона знает, Нону хорошо знает. Если ему надо говорить Абхазия, он говорит, надо ехать к Ноне. Я говорю, недаром мой сын поехал, сложил голову. Такова судьба была, ничего не поделаешь. Я говорю, вот с 16-го года мы приезжаем. Я говорю, столько всего еще для Абхазии надо делать. Нет, все равно для нас делают по сей день. Спасибо вам громадное. В этом же селе проживает Аруджан Кишмахова, мать Владимира Кишмахова, который погиб 16 июля. Женщина поблагодарила абхазскую делегацию за оказанное внимание и отметила, что даже по прошествии 30 лет Абхазия не забывает своих героев. Добровольцу Мухаммеду Шхагошеву 11 сентября исполнилось 35 лет. Через 2 дня, 13 сентября, вражеская пуля оборвала его жизнь. Пройдя всю войну, он не дожил до победы несколько дней. Друзья отзываются о Мухаммеде как о скромном и порядочном человеке. Его матери уже нет в живых, а отцу недавно исполнилось 85. Здоровье немного подводит, поэтому он не смог встретить гостей. Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа передали слова благодарности отцу и попросили привезти его в Абхазию на отдых. Недалеко от города Черкесска расположено живописное село Апсуа. Здесь родился и вырос Альберт Агиров. Альберт погиб в ноябре 1992 года. Ему было всего лишь 22 года. Он посмертно награжден орденом Леона. Гостей встретила мать героя Нина, которой в этом году исполнилось 97 лет. Несмотря на солидный возраст, чувствует себя хорошо. Во время войны в Абхазии эта хрупкая женщина принимала у себя в маленьком домике по 14 беженцев. За эту неоценимую поддержку и за сына-патриота ей говорили спасибо. 97 лет, что? Хаях гуалашот Апсуара, шашастаги зуинкуду, зоқана хаябснара, Апснанпи шақойшид шкалазигиз гядрот, итабуб хашахрот.
يتبوب دارت صراحة زحشاحو. زازا بخازي أويسر نقز هاي أترك باشي قوة دا تبوريتك كوربي يستروا ودرسة تستر. بيتشربنا هاي بريقون سيسترو. بيش يرزحها. Долго не отпускала Нина Агирова дорогих гостей. Под сенью могучего дерева говорили о разном, о войне, о жизни в Абхазии сейчас, вспоминали подвиги Альберта. На прощание она пожелала мира абхазскому народу. В селе Старокувинске живет отец добровольца Юрия Капова, Рамазан. Юрий погиб 9 января. Он находился в самолете, который из Чечни доставлял оружие в Абхазию. В результате падения весь экипаж и пассажиры погибли. В семье чтут память героя и бережно передают подрастающему поколению. سنتا أبشرة شوف شنيرة أبصنعه الله يحوزر أبري وبريح تخوب يحوالو شحم هرجع غلوم شارح تخوب سكون بيت الله سبحانه وتعالى Шмата чеш хучка, шума нышный. Штаться. А как без памяти? Как мы из поколения в поколение мы будем детям это передавать? Дети должны знать, помнить, чтить, чтобы вот этого всего не было. Уджабара нербаз, айсран, хахара, чгарани ирхасыз, ирдырра тахит хабуж, курмыша зырч паратаху. Асабича. Из Хараста Ходханги Министерства культуры Абхазии 180 тысяч на музей, на реконструкцию музея нам присылали, нам очень приятно. Вот сейчас как раз у нас ремонт в школе проходит, и мы все стенды все сейчас обновляем. Да, очень приятно, это ощутимая помощь. Мы благодарны, и весь аул знает, и дети знают, это ценят, любят, уважают. Огромное спасибо. Когда уже в сентябре мы это все обновим, музей, мы, естественно, и фотографии, и видеоотчеты мы отправим и покажем все. Амра Капова, невестка Юрия Капова, является директором школы. Благодаря ей проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление связи между абхазо-адыгскими народами. Приезжают ученые из Абхазии, студенты проводят экспедиции, организован детский хореографический ансамбль народного танца. Школьникам рассказывают историю абазинского народа, о том, что они выходцы из села Псхо. В селе также разбит парк имени абхазских добровольцев. Здесь по вечерам собираются местные жители, общаются, отдыхают. В городе Черкесске проживает Кристина Шидакова. Когда ее отец Ислам отправился воевать, ей было 7 лет. Он состоял в батальоне Гены Карданова. Погиб 16 апреля 1993 года в Нижней Ишере. В то время супруга Ислама Шидакова ждала тройню. Дети, 2 девочки и мальчик, знают своего отца только по фотографиям и рассказам матери. Мы вас всегда ждем, всегда рады видеть вас. Ну, часто не бываем, 1 раз в год, когда приглашают, всегда приезжаем. Если честно, очень нам нравится, очень нравится. И каждый раз, ну, вроде отец давно погиб, 30 лет прошло, каждый раз, как в Абхазию въезжаем, сразу слезы, сразу. Даже сейчас вы просто со мной разговариваете, уже, ну, слезы. И приятно, что не забываете, приятно, что внимание оказываете. Когда отец погиб, вам было 7 лет. Вы помните его? Как вы его помните? Как он вам запомнился? Ну, если честно, отрывками запомнила. Ну, помню, как мама сказала, что отец погиб, это прям помню. Ну, я, конечно, о войне ничего не понимала. Мама сказала, что война с грузинами была. И вот мой сын сейчас старший, его сейчас нет, он уехал в село. Вот он прям интересуется, он знает всю историю Абхазии. Мы когда приезжаем, когда гид начинает что-то рассказывать, он его перебивает, все рассказывает, он прям историю знает, все, что можно про войну посмотрел, про вашу республику посмотрел, прям интересуется, гордится. Узнав новость о начале войны в Абхазии, русский парень Михаил Гончаров отправился с друзьями-добровольцем поддержать малочисленный народ. Он обещал матери вернуться живым, но судьба распорядилась иначе. Михаил погиб в мартовской операции, ему было всего лишь 21 год. Гостей встретила сестра Михаила, Инна. Поскольку приближается 30-летие Победы, просто напомнить, что мы помним о них. И мы хотим пригласить вас в этом году на отдых летний.
Мы уже билеты купили. Куда? 16-го квартиру. Маме же квартиру дали. Очень хорошо, Да. все. Поэтому 16-го мы едем на поезде. Да. Все очень хорошо. Да, вот друзья, ребята абазины, которые знали эту ситуацию, которые, ему стало жалко этот маленький народ. И вот мы даже 2 раза не знали. Вот он приезжал, мы даже не знали, что он на войне. Потом, правда, он признался последний раз. Пообещал, на 8 марта он приехал домой. Маме пообещал, что это последний раз. Ну, это получилось, что это последний раз было. Ребята, спасибо, привезли Мишу. Мы похоронили его здесь на кладбище. Именно потому что, как потом рассказывали, что ребят видели, что погибли, а не могли с поля забрать. Поэтому маме квартиру дали, помогли с ремонтом. Мама завещание написала на меня, как бы это все быстро. Поэтому ездят и сестры ездят, и братья, и дяди ездят, и тети ездят, друзья ездим. Каждый раз вспоминаем Мишу с болью, но все равно как бы помощь того света, что вот квартира теперь у нас как бы отдыхать можно. Спасибо большое правительству, берегите мир. Карачаевец Герман Джанибеков почти 20 лет считался пропавшим без вести. Он ушел добровольцем в Абхазию, принимал участие в мартовской наступательной операции и не вернулся из боя. Его брат Герман вместе с матерью приезжали в Абхазию несколько раз, чтобы узнать о судьбе Германа. Много лет спустя его останки были опознаны при проведении экспертизы. Как оказалось, он был предан земле в парке Славы в Сухуме с останками других неизвестных воинов. А в 1916 году останки Германа Джанибекова были перевезены на родину и торжественно преданы земле. Воин посмертно награжден медалью за отвагу. Да, в 16 году привезли. Ну, мамка не дожила, бедная, 4 месяца. Но они привезли, вот в этом дворе машин не было. Они целый микроавтобус, делегация была на Мерседес-фуре, привезли, как полагается, в Каменномосте. Они попросили от милиции проводили его стрельбой, все, похоронили его там. Рядом с матерью, с отцом, с братьями. Живые остались только я и младший брат, все остальные умерли. Было 5 братьев, отец, мать. Ну, остался я и младший. Я в смысле, знаете, за что хочу сказать спасибо? Они не дали нам даже копейки потратить. Они вот все сами сделали. Ну, мы тратились только вот поехать, приехать. Вот за то, что они слово сдержали, огромное спасибо. Мужчины, вот ваше правительство, ну, я в лице вашего народа от души говорю. Родные благодарили гостей из Абхазии за оказанное внимание и желали мира и процветания абхазскому народу. На следующий день делегация продолжила посещение родителей и добровольцев, погибших в Абхазии, в республике Адыгея. По традиции мероприятие началось с возложения цветов к памятнику отдавших своей жизни добровольцев из Адыгеи. В общей сложности из братской Адыгеи воевали 150 человек, 10 из них погибли. На камне высечено имя героя Абхазии, летчика Олега Чанба. В 90-х годах он жил в Майкопе и отправился на войну оттуда. Сегодня организация добровольцев Отечественной войны Абхазии объединяет 80 человек. Цель организации – помощь семьям погибших, укрепление связи между двумя народами. Очень рады видеть делегацию с Абхазии. Мы давно друг друга знаем. И Лялю Чамаву, и Леонида Ивановича. Очень благодарны за ту помощь, которую они оказывают нашим ветеранам и семьям погибших. Это все сплачивает наши организации, наши народы. Очень рады всегда видеть народ Абхазии, который прошел героическую войну, я считаю, как этнос себя сохранил. Будем всегда рады вас видеть. Добро пожаловать. Памятник здесь установлен силами добровольцев несколько лет назад. Это священное место для всех нас, говорят ветераны-добровольцы. Те, кто в праздничные дни не может поехать в Абхазию, приходят сюда, вспоминают погибших товарищей, общаются, совместно решают общие задачи. Делегации из братских республик, которые приезжают сюда, посещают это место, возлагают цветы. Пытаемся приглашать молодежь из школ, которые носят имена героев Абхазии. Рассказываем ученикам об их подвиге. Для
Для нас это святое место, говорят ветераны. Наши предки общались теснее, чем мы до войны. Я лично только один раз бывал в Абхазии, и то проездом, рассказывает доброволец Руслан Гуагов. Я просто знал по истории, что мы братья. Сейчас нас связывает наше поколение. Но если мы уйдем, то опять образуется пустота. А так не должно быть. Связь должна быть непрерывной, отмечает он. Я не буду говорить там, помощь большая, огромная, маленькая. Помощь есть, особенно погибшим семьям. Мы благодарны. Когда нам при встречах с руководством Абхазии как бы затрагивают эту тему, у нас приоритетный ответ, что мы не за этим же приезжали, чтобы что-то потом выпрашивать и тому подобное. Ментальность наша не позволяет. Мы можем попросить за кого-то, но не за себя. Мне кажется, что Абхазия, несмотря на то, что были периоды, когда было очень тяжело, мы это помним, особенно сразу после войны, блокада, мы все прекрасно понимаем, и то, что сделало абхазское правительство, мы не забудем. Помощь была. Детки получали эту помощь. Я надеюсь, что они будут добром помнить это. Мы благодарны за это абхазскому народу и абхазскому руководству в частности. Но по мне, абхазское и наше, в том числе руководство, могли бы делать больше. Я имею в виду не в планах материальных, а в планах нравственных. Используя опыт образования, жизненный опыт тех ребят, которые воевали там по порыву души, добровольцами, зная историю и своего народа, и абхазского народа, что мы принадлежим одной языковой ветви, могли бы нас использовать почаще, получше, покачественнее. Я имею в виду обмен добровольцами Абхазии, Адыгеи, во время проведения классных часов в школах, встречи с подрастающим поколением, патриотические классные часы, использование нас, для создания лагерей молодежи, где они могли бы отдыхать, соревноваться, танцевать, общаться, знакомиться и так далее, и так далее. Это бы было бы очень таким мощным фактором для сближения. В Майкопе живет семья добровольца из Адыгеи Мурата Шавгенова. Мурат погиб в самом начале войны в августе 1992 года. У него осталось 3 детей. Семье было тяжело без отца, но им помогали все. Дети уже взрослые, работают в различных организациях и трудятся на благо своей страны. Гостей встретил брат Мурата, Азамат. Он сообщил, что мама Нурет Шавгенова недавно ушла из жизни. 30 лет назад из станицы Ханская добровольцем в Абхазию отправился Сергей Диколенко. Принимал участие в мартовской операции, к сожалению, не вернулся из боя. Все это время он считался пропавшим без вести, но в 2015 году в результате проведенной эксгумации выяснилось, что останки Сергея находились в братской могиле в парке Славы в центре Сухума. Останки Сергея Диколенко привезли на родину и предали земле. На момент гибели ему был всего лишь 21 год. Сергей Диколенко посмертно награжден орденом Леона. Гостей встретила мать героя. Наш приезд сегодня год 30-летия Победы, в которой роль ваших детей просто неоценима. И мы хотим дать понять, что мы это помним, мы это ценим, мы это знаем. И жалко, что его, конечно, нет. Хотим вам пожелать долгих лет жизни. И хотим, чтобы вы обязательно в этом году приехали на отдых. Постараюсь. Год 30-летия Победы. Все-таки это нужно сделать. А мой вообще про войну много книг читал. У мамы моей брат без вести пропал. Потом я уже узнала, что на Малой Земле он был переводчиком, на задание улетел и не вернулся. И бабушка всю жизнь его ждала. Я тоже своего сына 20 лет ждала. 20 лет числился пропавшим без вести. А потом нас пригласили на мемориале, когда уже увидала, то уже все поняла. Чтобы больше не было таких ситуаций, что приходилось бы всем вставать. Мира. Главное — мира.
Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа пригласили Галину на отдых в Абхазию. Передали ей продовольственный набор. Недалеко от Галины живет ее сестра по несчастью, Елена Горохова. Муж Елены, Александр Переверзев, ушел добровольцем на войну защищать малочисленный абхазский народ. Погиб 27 декабря 1993 года. Мы небольшой такой вот набор продовольственный. Самое главное, мы помним тот подвиг, который был совершен. И еще раз вот повторюсь, мы хотим вас обязательно видеть в Абхазии. Ну, мы с Галей приедем. Приезжайте. Как вступил в эти, как его, в казаки. Да. И вот с Обширонска они ушли туда, казаки эти. Все больше. Вместе с казаками. Да, вместе с казаками. И там туда и попал, и все. И как так и там и погиб, взорвался на мине. Так, вот это что я знаю, что мне рассказывали, все. Дети есть у вас? Да, на тот момент у меня сыну было 12 лет. И девочке 9 лет. Ну, они сейчас уже взрослые, все. Мне очень жалко, 37 лет ему было. Я молодая вдова, осталась 29 лет с 2 детками. Так что ничего, выжили. Ну, спасибо вам за все. То, что вы не забываете нас, посещаете, приглашаете в гости. Вот. Ну, хочется, чтобы всегда был мир на земле и никогда такого ничего не было. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы не забыли про моего мужа. Приезжайте. Приедем обязательно. Делегация Абхазии в рамках празднования 30-летия Победы уже побывала в семьях добровольцев Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. К сожалению, есть те, кто уже ушел за это время. 30 лет все-таки, к сожалению, немалый срок. Но мы уделили им то внимание, которое должны были уделить. Мы их пригласили всех на отдых к нам туда. И для меня самое главное было реакция этих людей. Вот удивительно просто, ну, если меня спросить, мы их не очень часто вспоминаем, на мой взгляд, да. Они считают, что мы их часто вспоминаем, и они всем этим очень довольны. Это накладывает на нас очень серьезную ответственность. И вопрос, над которым я начинаю думать, что будет дальше. Кто дальше понесет эту эстафету, потому что есть дети, есть внуки этих людей. Это внимание не должно быть, не должно иметь какого-то срока окончания. И, конечно, то, что нам предстоит еще впереди, если говорить по Северному Кавказу, это значит Чечня, Ингушетия и Южная Осетия, куда мы не смогли попасть. И, на мой взгляд, мы должны все это сделать в течение этого месяца, либо в начале июля завершить. Потому что потом надо найти форму тем добровольцам, которые приехали к нам и чьи родители еще живы. Их более 20 таких семей в разных регионах России, начиная от Алтая и заканчивая Калининградом. И вот маленькую толику внимания мы им обязательно должны уделить. К сожалению, да, за этот период уже ушли. Например, в той же Адыгее мы уже не досчитались 3, к сожалению, большому. Но еще раз повторюсь, время, оно, к сожалению, неумолимо. И люди уходят. Вчера вот мы видели родителей, которым уже и под 100 лет, и под 90 лет. И дай Бог им долгих лет жизни. И самое главное, дай Бог нам понимание того, что мы перед ними в вечно неоплатном долгу. Следующие поездки намечены в Чечено-Ингушетию и Южную Осетию. Эсма Джикирба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.